начинаем и идем дальше. Да? Мы 2 дня с вами говорили о буллинге, и сегодня мягко, плавно должны перейти к антибуллинговой программе. На сегодняшний день их существует ну, великое множество, невеликое множество, но, по крайней мере, штуки 3 точно есть, и они уже опробированы, скажем так. Угу. Елена Петровна, меня видно, слышно? Еще раз. Все. Угу. Вот и сообщение пришло, и смотрю, да. Итак, напоминаю, уважаемые коллеги, травля, по-другому буллинг. Хорошие новости, да, мы к ним перейдем в конце, как я обычно говорю, начнем с плохого, да, сразу нет. Плохие новости, что дети часто находятся сами по себе, напоминаю вам, прошедшие 2 дня. И плохая новость заключается в том, что взрослые в этом не участвуют, либо проходят мимо. Либо есть еще вариант, бывает просто неудачный взгляд, неудачное слово. Хорошие новости заключаются в том, что в ситуации травли нужно всегда быть спокойным, уверенным. И если ребенок сам по себе спокойно уверен в себе, да, то это дети, которые умеют обозначить границы и уходят от агрессии. Они спокойны, они уверены сами в себе. Стоп, что ты хочешь сказать, каким боком меня это касается, и что ты хотел этим сказать, и что, да? Хорошая новость заключается в том, что еще если в ситуацию травли не попадают дети, у которых крепкие отношения с родителями, хорошие, детско-родительские отношения, хороший такой положительный взаимоконтакт, то есть дети в любой ситуации умеют обращаться за помощью. Воды не налила. Итак, оно съехало. Ладно, съехало да съехало. Факторы, напоминаю, способствующие буллингу в школе, потому что буллинг, школьная травля, она есть только в образовательных учреждениях. В учреждениях детского садика, как бы это ее не очень, скажем, не сильно так заметно. Есть детки-агрессоры, да, но чтобы они за собой сплачивали кого-то, вели какую-то за собой группу, либо у них были сторонники, но как такового исследования не видела и в практике не замечала. Итак, первое, пардон, съехала, не знаю эту программу, не предполагала, что съедет, да, немножко. Это отсутствие контроля за поведением на переменах. То, о чем мы говорили, у нас нет видеокамер, да. Позиция безразличия в отношении насилия со стороны сверстников и равнодушие как установка педагогов. Да, этот кусок есть. И взрослые в школе могут непреднамеренно или иным образом участвовать в буллинге, провоцировать или способствовать ему путем унижения ученика, который не успевает, либо преуспевает в учебе, и либо уязвим в каких-то других отношениях. Я вам приводила еще в первый день примера в выпускном классе 4-го, да, в выпускном 4 классе, где дети сказали, а про Славика вы не сказали. И учительница хотела или не хотела, это уже как бы совсем другой вариант, да, разговора. Она сказала, об этом дураке я говорить не буду. Все, это унижение ученика, который не успевает. Либо ученик, который успевает, ты подходишь к учителю, либо просишь, либо видишь, что оно успевает. Ну что я тебе еще дам? Ты вперед бежишь, как вперед всех, да? Не замечая, не подожди никого. Опять, какое-то унижение. Так, взрослые в школе могут непреднамеренно или иным образом участвовать в буллинге, провоцировать или способствовать ему путем негативных или саркастических высказываний по поводу внешности или происхождения ученика. Да, что с ним разговаривать, если мама у него, ну, грубо так скажем, да, под забором находится. Либо он сам там, ну, со строителя, либо там с детского дома. Что мы будем говорить? Травля будет. Также это не обязательно преднамеренность, это просто
какое-то высказывание, какой-то намек, да, ну, даже одно единственное слово, как говорит русская поговорка, слово нам не воробей, назад не вернешь, да, может нанести ребенку вот такую травму, да, и может привести к буллингу. Устрашающих или угрожающих жестов или выражений, да. Иногда бывает, детям достаточно, как говорят, кулак, иногда стукнут, а иногда что-то и покажут действительно такое устрашающее, угрожающее, да, либо скажут. Привилегированного отношения к заискивающим учащимся. На сегодняшний день, да, есть у нас такие люди, есть ученики, которые заискивают. И многим людям, независимо от того, взрослые они или не взрослые, это им нравится, да. И оскорбление учеников унизительными, а иногда даже нецензурными словами. Секундочку, закрыла двери, и воздуха не хватает. Открою и расскажу историю. Оскорбление учеников унизительными, иногда даже нецензурными словами. В одном из образовательных учреждений, да, республики случился такой инцидент. В пятом, да, в классе их взял подклассное руководство, не учитель, да, а, скажем так, даже не обслуживающий персонал, ну, вроде бы педагог и не педагог, скажем так. Взял подклассное руководство этот класс. И дети стали родителям жаловаться, да, 5 класс, полгода прошло, то учитель русского языка скажет им что-то, да, то учитель математики, учитель, господи, химии назовет на букву Д, да, учитель русского языка позволяет себе, ну, со слов детей, соответственно, да, включать какие-то фильмы, какие-то ролики про, ну, вот про тему, которая должна проходить, да, и приходить на урок с чашечкой кофе, да, как мы говорим, чашечка кофе, и если дети говорят, что-то не понимают, ну, позволял себе со слов же опять детей, повторяюсь, да, какие-то нелестные высказывания, ну, оскорблять учеников. И дети дошли до того, когда родители обращались к классному руководителю, да, на родительских собраниях, что мы бы хотели увидеть преподавателей того или того предмета, на уроке физкультуры там было очень нелицеприятно высказано, в частности, девочкам, да, когда родители говорили на родительском собрании, что хотели бы пообщаться с этими учителями, да, классный руководитель говорил, что они все отказываются, и как бы правду найти невозможно было. Когда разговор уже пришел о том, что, может быть, на родительское собрание появится директор, либо замдиректора этого образовательного учреждения, то тоже некогда. И вот дети дошли до чего, да? Наверное, родители молодцы в этом случае, что дети до сегодняшнего дня еще учатся в этой школе, да, и родители не пошли ни в прокуратуру, никуда. Каждое родительское собрание, скажем так, выносит, да, настроение уже другому классному руководителю, поменяли того классного руководителя, да, с просьбой встретиться с кем-то из педагогов. И вот, до чего дошли дети. Дети просто стали на видео, на телефоны свои снимать, как с ними общаются учителя. Очень много было претензий преподавателю русского языка, да, называли их и Дусями, и Марусями, пардон, да, и склоняли по-всякому, и периодически вместо русского языка, насколько я осведомлена, да, был урок литературы, либо просмотр дошли до того, что каких-то фильмов, да, что замена литература, и поэтому просмотр фильмов, чтобы они написали там, я бы даже не сказала сочинение, потому что на сегодняшний день это девятиклассники, а сочинение как будто еще не слышала, чтобы они писали, скажем так.
за все годы обучения. И в один прекрасный день, к чему я веду, да, к чему привело оскорбление учеников унизительным. Да, дети между собой не дружные. Дети друг друга оскорбляют, дети спокойно могут общаться нецензурными словами. Ни один учитель в этом классе не является для них авторитетом, я могу это смело сказать. Они вроде только начинают привыкать даже к классному руководителю, вроде начинают к нему прислушиваться, но какой-то вот маленький шажок в сторону, и уже никто и ничто. Они могут ответить любому, большинству из этого класса, да, особенно мальчишек, любому преподавателю, и ответить так, что, вот как здесь высказано, да, так саркастически, что ты не поймешь, это оскорбление преподавателя, унижение преподавателя, либо что. И вроде конфликтной ситуации нету, вам просто сказали. Но если вы обиделись, это ваше решение называется, как говорят психологи. Так до чего дошло? Просто в какой-то момент дети показывали эти видеосериалы своим родителям, и на каком-то уроке русского языка без стука, без всего в кабинет, видать, девочка взяла, подозреваю девочку, потому что дети говорят, это был отец девочки, да, но не называют фамилию, имя, отчество другим родителям. В кабинет влетает папа и, не стесняясь никого, то есть ни учителя, видно, но слышно? Сейчас видно и слышно? Да. Итак, пришло к чему? Во время урока, да, чтобы далеко не ходить, папа ворвался в класс и очень красиво в присутствии детей поговорил с преподавателем. Преподаватель больше в этом классе не преподавала, потому что была написана жалоба на этого родителя, да, но ни эта жалоба, ни разбор вот этой всей ситуации как бы ни в классе, ни с детьми, ни с родителями не освещался. Но преподавателя поменяли. И толку от того, что поменяли, как бы дети говорят, нету никакого. То есть наши дети, то, о чем я говорю вам уже третий сегодня день, да, они обучаются тому поведению, которое показываем мы. Мы можем очень много им говорить, но делать совсем другое. И наши дети этому обучатся, и потом разговаривать с ними, воспитывать у них какое-то чувство ответственности, чувство любви, уважения, да, действительно, ко взрослым, да. Это будет уже нереально, если к ним относились так, особенно если это подростки. Так, способствовать буллингу также может, напоминаю, уважаемые коллеги, наличие в классе признанного лидера, возникновение острого конфликта между двумя учениками под влиянием внешних поводов, которые являются провоцирующими факторами для агрессора, да, нежелание преподавателя в силу своего незнания брать на себя ответственность за противостояние властолюбивому поведению ученика. На сегодняшний день есть ученики, которые берут на себя власть в классе, и особенно молодые педагоги не знают, что делать, но может быть страх, может быть что-то такое у них присутствует, не буду даже называть как бы и своими именами, и всем, да, но они дают волю вести весь класс за собой именно этому ученику. И отсутствие контроля со стороны преподавателей за поведением учащихся, снова повторяем 25 раз, да, на переменах. Возникновение острого конфликта между двумя учениками, это чаще всего бывает.
Да, кого-то учитель любит, кого-то учитель не то, что не говорю, не любит, не так посмотрел, не так сказал, либо родитель обидел, бывает, все в нашей жизни некрасиво сказал, и вот начинается эта война, а учитель не вмешивается. То, что напоминаю, среди детей, почему появляется буллинг, вот, но оно должно ну вот настолько войти в голову, да, чтобы в любой момент мы это уже видели. Это просто агрессия, да, это просто сейчас это тревога, выраженная в виде физической агрессии, либо это действительно буллинг, скажем так. Низкий уровень воспитания ребенка. На сегодняшний день есть разные дети, все это прекрасно знаете, и разный уровень воспитания даже этой семьи. Пусть дети, родители имеют и высшее образование, но дома, простите меня, могут общаться как сапожники, трактористы, и дети это примут на себя, и эту модель поведения, и этот уровень образования принесут в школу. Неадекватная либо заниженная самооценка ребенка, это есть. Высокая импульсивность ребенка, как что не по мне, не так сказали, не так посмотрели, я уже взорвался, я уже понесся вперед. Диктивное поведение детей противоправное, да, я спокойно могу сделать кому-то больно, я спокойно могу испортить чью-то вещь, нахамить. Сниженное чувство самосохранения у ребенка. Мне все в этой жизни было можно, да, и можно, поэтому и у меня все легко получается, и я как будто вот иду по земле, как лечу. Любая ситуация, я из нее выхожу без всяких проблем, скажем так, да. Поэтому сниженное чувство самосохранения. Либо всегда, когда я должен упасть, у меня уже лежит соломка, подложенная моими родителями. Внутриличностная агрессивность учащегося, зависящая от индивидуальных особенностей, на сегодняшний день есть такие детки. Если раньше их было мало, то сейчас есть детки, у которых вот внутриличностная агрессивность, а она вот зависит от индивидуальных особенностей. Он может быть спокойный, как куда флегматик, да, но в какой-то момент там внутри у него будет эта агрессия, он выльется и снесет всех и все, либо будет высказывать эту агрессию на других детках. Желание сохранить статус в группе и соответствовать этой группе, мы проговаривали несколько раз, да, предшествующий опыт жизнедеятельности школьников, который включает в себя проявление собственной агрессивности и наблюдение на логичных проявлениях в ближайшем окружении. Мы вчера даже с вами смотрели фильм, там был показан предшествующий опыт, как с ним общаются в семье. До этого было, как ему было плохо, в одной из школ его перевели в другую, если помните эти фильмы. Прогулы и слабая успеваемость в школе. Один из пунктов появления буллинга среди детей. Смена воспитателей, смена преподавателей, педагогов, классных руководителей. В семье появляется отчим, мачеха, либо появление второго ребенка. На детей очень действует вот эта смена преподавателей. Если смена преподавателей была, особенно в начальном звене, да, был любимый преподаватель, мы к нему привыкли первые 2 года, даже 1,5 года, да, а потом что-то случилось, либо поменялся, другой стал, и мы к нему очень тяжело адаптировались, очень тяжело привыкали, а если еще там был смена связана с каким-то травматическим событием, мы его не приняли, нового преподавателя, и, соответственно, у нас пропала мотивация к школе, как одно из возможных таких действий, да, желание ходить в эту школу. Когда в семье появляется отчим, мачеха, если это ситуация развода, ребенок может себя винить, ребенок может агрессировать, ребенок может тревожиться, ребенок может уйти даже в противоправное действие, соответственно, в буллинг, что ему плохо, да. Появление второго ребенка, для него и так стресс, он пошел в школу, для него и так стресс, кризис 7 лет, кризис подросткового возраста, а тут
второй ребенок, кто в доме хозяин. Если это однополый ребенок, нужно доказывать, что все-таки я более любимый, я более лидер в этой семье, в этом классе и везде. Тоже один из признаков появления буллинга. Говорю быстро, но как бы основные такие моменты, уважаемые коллеги. Семейное и сексуальное насилие. Семейно мы с вами смотрели на фильме, да, вчерашнем насилие. Дома над ним применяли семейное, ругались, говорили плохие слова и пытались применить, да, не показано в фильме физическое насилие, и он это вынес в школу. А вот сексуальное насилие, если оно идет из семьи, да, если оно связано с семьей, оно очень долго скрывается, и у этих детей заниженная самооценка, и они сами по себе закрытые. Если это сексуальное насилие не связано с семьей, не инцест, и если это подростки, в большинстве случаев они будут винить себя, и вот эту вину, вот эту тревогу, этот страх они могут выражать через агрессию. Да. Внутрисемейные конфликты, если дома мне плохо и с утра расстроили меня, то, соответственно, да, я это настроение принесу туда, куда я пошел, в школу, по-простому вам уже говорю, да. Это один из факторов, провоцирующих развитие буллинга, и, наверное, самый главный. Низкий социально-экономический статус семьи на сегодняшний день, опять же, один из главных статусов, да, появления буллинга среди детей. Кому-то хорошо живется, кто-то может ездить, и дети начинают агрессировать, дети начинают применять вот этот буллинг, как это ему купили, а мне не могут, потому что нужно позволить кредит, как это он поехал на их, а я не могу. Значит, я буду пытаться сделать все для того, чтобы хотя бы что-то у меня было. Завышенные требования к успеваемости, которые не всегда соответствуют способностям и возможностям ребенка. Да, на сегодняшний день есть такой, опять же, фактор, особенно если родители работают в вышестоящих организациях, да, скажем так, и говорят, меня знает вся республика, а ты учишься плохо, ты должен учиться хорошо. А может быть, ему не хватает каких-то элементов, может быть, у него идет недоразвитие там чего-то, скажем, и с ним просто нужны дополнительные занятия, либо отвести к какому-то специалисту, либо, как одна из мам говорит, ну, пишет как курица лапой. И ему говоришь, он смотрит мимо меня. Я над ним билась, кому только не ходила, каким-то врачам, говорит, все хорошо, но учеба все падает и падает. А оказалось, у ребенка просто проблемы со зрением, косоглазие и что-то еще. Нужно специальные очки. Вот и вся проблема. А у мамы были очень завышенные требования к успеваемости. Есть и этот вариант. Гиперопекой или равнодушие со стороны родителей. Еще буквально в ту пятницу, да, была в здании суда и спрашивали, если гиперопека или равнодушие со стороны родителей, к чему это придет, к какому поведению ребенка это приведет. Это один из факторов, провоцирующий развитие буллинга, гиперопека. Я настолько привык, что за меня все делают, и я привык приду в школу, да, в образовательное учреждение, но я же привык, что за меня все делают. Большинство вещей. Поэтому здесь мне нужен человек, который за меня будет это делать. И я буду давить, я буду требовать. А если я еще сильнее его физически, то, соответственно, я буду применять вот элементы буллинга, скажем. Равнодушие со стороны. Если родители ко мне равнодушны, хочу, не обращают внимания. Если мне нужна помощь, они игнорируют. Я этот же кусок, соответственно, принесу в образовательное учреждение, буду точно так же поступать с тем, кто учится рядом со мной. Ранние сексуальные контакты
если я это видел, если я это слышал, а если я еще получил удовольствие, да, это будет тоже как один из факторов, провоцирующих развитие буллинга. И приводы: милицию, ранняя судимость. Либо это модель поведения, к которой я уже привык, и по-другому я не могу. Либо это модель поведения, при которой я выживаю в окружающем мире. Либо это модель поведения, когда мне родители всегда говорили: ты дурак, 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 ведешь себя как это. Я, соответственно, так себя веду. Они все себя так ведут, попадают в милицию, и у них есть ранняя судимость. Либо ты похож на твоего отца, твой отец там сидел. Ну, я же похож на отца, отец сидел, я сижу, да, у меня есть статьи. То есть есть такой кусок. Их очень много. Они по своей природе, скажем так, факторы разнообразны. Но это и причины, почему ребенок так ведет, и почему ребенок стал буллингом. Итак, уважаемые коллеги, напоминаю, да, потому что последний вариант, который был связан, по крайней мере, с учебой в соцзащите, да, и начальник УПДН Республики Коми обращала внимание, почему-то нету коллег с образованием, да. И напоминаю, что юридическая ответственность детей за травлю 16 лет ответственность наступает в полной мере, да. Там добавляется статья Уголовного кодекса 110 «Доведение до самоубийства», статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, либо унижение человеческого достоинства», статья 116, опять же, Уголовного кодекса «Побои», склонение к совершению к самоубийству, клевета, мелкое хулиганство и истязание. Это добавляется с 16 лет. Самый сложный с точки зрения наказания период до 14 лет, потому что всю ответственность за совершенные поступки и действия несут родители и государственные учреждения. И там был период, говорили о ювенальной юстиции, о ювенальном правосудии, да. Так вот здесь элементы, скажем так, ювенальной юстиции есть, да, статья 5.35 говорит, что неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних ложится на родителей. На сегодняшний день в Республике Коми действует, существует, развивается, расширяется, формируется, не знаю, какое слово подберете, раннее выявление жестокого обращения с ребенком. И вот туда даже эту ситуацию буллинга можно привлечь и как бы, ну, вплоть чуть ли не до лишения родительских прав, сокращенно скажу, да. Но в то же время у нас существует такая процедура медиации, где мы можем на сегодняшний день по национальной стратегии до 2025 года, даже если второму оппоненту был нанесен материальный ущерб, мы можем возместить материальный ущерб, и тогда к нам суд должен прислушиваться, да, и соглашаться, скажем так, с этим примирительным договором, да, но на сегодняшний день в Республике Коми примирительных комнат примирения при судах, насколько я знаю, они называются, но я еще ни одну не видела. То есть можно избежать этой уголовной ответственности, можно как-то выйти из этой конфликтной ситуации, но нужно знать очень много юридических законов и юридических тонкостей пути. Так, если абьюзеру, да, как говорится, агрессору 14 лет, да, то наступает его личная ответственность по некоторым пунктам Уголовного кодекса. То есть там уже идет умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, кража, грабеж, разбой, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство и вандализм. Но ответственность за детей всегда несут родители.
И именно родители учат своих детей, что такое хорошо, что такое плохо. На сегодняшний день, да, региональный центр сотрудничает со Следственным комитетом Республики Коми только как бы в одном направлении, в направлении, связанном с преступлениями сексуального характера. Но периодически мы ходим как независимые эксперты в Следственный комитет, либо по жестокому обращению, связанное именно с родителями, да. И вот, наверное, за все годы работы в региональном центре однажды я попала, да, на следственное действие, нужен был педагог-психолог именно вот по мелкому хулиганству. Статья у него была 20.1 мелкое хулиганство, плюс еще умышленное уничтожение или повреждение имущества при обстоятельствах, статья 167, и была статья грабеж и разбой. Компания молодых и красивых, объясню ситуацию. Папа с мамой развелись до какого-то периода, ребенок жил, молодой человек, да, жил с мамой, но года через 2 папа случайно приехал, либо кто-то ему позвонил, и маму решили развести их прав, скажем так, да. Папа забрал себе, увез в другой город, другая школа, соответственно. Ребенок месяц подходил в школу, 2 походил в школу, ну, ему 15-16 лет, что-то у него не срослось в этой школе. Но появилась компания. Папе стало некогда, папа женился, появился еще один ребенок. Школа на пропуске, на посещение ребенка как-то не обратила внимания. Ну, болеет и болеет. Болеть дети у нас могут много, но не приходят, не приносят справку, ну и не приносят справку. До чего ребята дошли? Эта компания взламывала машины, заводила их, ждала, пока хозяин подбежит к машине. И вот как только хозяин подбегает к некорректно, наверное, склоненной к заду машину, машина уезжала. Хозяин ехала очень-очень медленно. Ну, вот пока хозяин бежит, кричит им что-то там, требует что-то, да, и потом разгонялась и уезжала. И когда был первый привод в полицию, скажем так, когда они украли первую машину, обратить бы внимание на ребенка. Причины, почему и зачем он это делает. Ну, вот как-то это прошло мягко, никто не обратил. Встретились мы с ним, когда у него был это 9-й угон с компанией. И меня в этой ситуации поразило что, во-первых, на такие вещи при допросе несовершеннолетних обязательно должен быть социальный педагог школы и психолог школы. Это правило, это закон Российской Федерации при допросе несовершеннолетних. Именно при запросе несовершеннолетних по сексуальным преступлениям там может быть вправе быть психолог не того учреждения, где ребенок обучается, либо где ребенок, как бы, если это детский дом, приют, проживает. Может быть чужой психолог, независимый, скажем так. Но именно вот по всем другим аспектам там находится психолог образовательного учреждения, в крайнем случае психолог учреждения соцзащиты по прописке, скажем так. Так вот, психолог, соцпедагог отказались участвовать. И вот когда я пришла, следователь папе говорит, ну, что мы будем делать? Либо мы ему пришиваем статью, и он там сидит, либо мы его закрываем в специальное учреждение, но он может выйти из этого учреждения со справкой. То есть не наш центр временного содержания, который находится рядом с региональным, а именно учреждение закрытого типа, и он может выйти со справкой.
И папа думал буквально 5 минут. Мне кажется, я даже не успела вдох-выдох сделать. Папа сказал: учреждение со справкой. И следователь сам был в шоке, потому что говорил: вот, ну вы же сломаете ему жизнь, он никогда не может устроиться. То есть в зоне он там посидит, придет, более-менее как бы ему что-то наговорят, что-то сделать, он может выйти человеком. А в закрытом учреждении все в будущем нет. И папа сказал: и что? То есть где-то мы ребенка потеряли все дружно, где-то от него отказалась семья, в итоге не поддержали, скажем так. Может быть, нужна помощь, поддержка, да, мы можем предполагать ребенку друзей, товарищей, либо хотя бы, чтобы его принял этот класс. Но класс не принял, дети не приняли, взрослые не помогли, не поддержали, и все. Но ребенка в итоге потеряли. А причина-то оказалась банальна, он просто захотел к маме. Ну что забрали у мамы? Но не навсегда же забрали, просто хотел ее услышать голос. Папа не разрешал с ней созваниваться. Папа не возил, не узнавал ничего. Я пытался добиться, чтобы мне дали как бы свиданку с мамой. Итог, его закрыли. Так вот, мы своим детям, були, агрессоры, абьюзеры, да, детям, жертвам, потому что в какой-то момент они могут быть, все грустно говорю, пардон, тоже стать этими же абьюзерами, були, да, и агрессорами. Мы говорим, за любое действие, которое идет против человека, против человечества, против живого существа, в нашей стране предусмотрен закон. И вы несете ответственность. И прежде чем кого-то ударить, 10 раз подумайте. Идем дальше. На веселом. Чем может помочь школа, да? Наши любимые дорогие педагоги, на которых нагружено много-много-много, которые уходят в 7 утра, я смотрю по учителям своего ребенка, да, и приходят. Прости господи, тоже поздно-поздно вечером. Быть в курсе, демонстрировать пример поведения, да, как бы вам ни было страшно, горько, обидно, да, как бы вы ни устали, доброжелательность. Ошибку заметила, да, устанавливать определенные правила, да, на территории школы мы без ругани. На территории школы мы обращаемся, так же, как мы устанавливаем в учреждении своим, да, на тренинговых группах, обращаемся только там по имени, отчеству и так далее. Обозначать штрафные санкции, они бывают любые, они бывают иногда шуточные, да, но и бывают иногда серьезные. Объясню на примере. В одной из групп образовательного учреждения случился инцидент, одни дети напали на другого ребенка. И дети тоже подросткового возраста, 13-14 лет. И когда одна из родителей позвонила учительнице, да, учительница выслушала, сказала: разберемся. И когда начался у нее урок, действительно начался урок, да, не классный час, ничего, урок, и она четко, ясно сказала: на моих уроках, пока вы идете до меня, вы ходите от меня и куда-то идете дальше, на другой урок, неприемлема ситуация буллинга. Для меня это неприемлемо. Я для всех к вам отношусь с уважением. Да, называю вас там по имени, но стараюсь ко всем на «вы». Я ненавижу, когда кто-то кого-то обижает, угрожает. И если я услышу еще раз, что кто-то кого-то обидел, оскорбил, унизил или мне пожаловался, даже это не этот ребенок, а его родитель, я буду применять штрафные санкции вплоть до того, что не буду с вами заниматься, не пускать на урок, что-то такое было жестко сказано. Но дети, вот, по крайней мере, тот опыт, который я знаю, дети сразу все услышали, увидели и действительно поняли. Потому что с этого момента, какой бы ни был ребенок, а это очень сильная группа, да, по своим знаниям, умениям, навыкам, и преподаватель очень сильный именно в том предмете, в который она дает, и дети сильны в этом же примере, соответственно, да, какой бы ни был ребенок, они наоборот помогают, они вытаскивают, но оскорблений, каких-то драчек, чего-то такого нету. Вот
как будто их всех перекрыло. Итак, любой педагог, если он столкнулся с ситуацией буллинга, он должен быть готов к сопротивлению. Это будет, с одной стороны, как проверка, с другой стороны, как это вы у меня берете звезду моего счастья. В школе должны действовать сообща и школа, и родители, и туда же мы включаем детей. Детей школа, обучать помощь со стороны школы заключается в том, чтобы обучать самостоятельности, потому что большинство наших детей на сегодняшний день, надеюсь, что не ошибусь, делают уроки только с мамой, с папой, либо с интернетом, сами не делают. И если что-то узнать, куда-то сходить, да, ну, сделайте, пожалуйста, за меня, да, или как-то, ну, я как-то не смог. То есть они не самостоятельные, не ответственные. Этот кусок мы как-то пропустили в обучении детей. Со стороны, опять же, школы, включайтесь, когда ребенок не справляется сам. Ну, как включаться? Не то, что, да, давай я тебе помогу. Давай подразумевает, слово давай подразумевает, я уверена, что вы знаете, эти все, оно подразумевает, мы вместе с тобой сделаем какое-то дело. Вместе. И я, и ты будем вместе делать. Может, в какие-то моменты даже я за тебя буду делать. А когда я говорю ребенку, я могу тебе чем-нибудь помочь, я оказываю помощь. Я не делаю вместо него. Я могу помочь тебе только морально. Я морально могу поддержать, что-то сказать, но не материально, не каким-то действием. Надеюсь, понятно. Не искореняйте конфликты, а учите их решать. На сегодняшний день вызвали к директору в кабинет, да, если случилась конфликтная ситуация. Одному высказали, второму высказали, а конфликта не разрешился. Он остался, он уйдет за пределы школы. Либо развели в разные классы, в разные школы, а конфликт остался. Мы ребенка не обучили решать эти конфликты. Для этого была и создана школьная служба примирения, научить детей разрешать конфликтные ситуации. Буллинг – это та же самая конфликтная ситуация, проблемная ситуация. И если мы научим одного разрешать, то дальше у нас пойдет уже двое, трое, четверо научатся, да? И всегда, когда ситуация буллинга, защищайте, но не нападайте в ответ, да? Да, ты не прав, да, может быть, он не прав, но используем правила переговоров. Да, может быть, я с тобой согласен, в этой ситуации он не должен был так сделать, но и мы говорим дальше свою точку зрения, да, не нападая ничего. Если ребенок, бывают такие ситуации, особенно в начальном звене, в старшем звене, простите, ни разу не видела, не слышала, чтобы ребенок пришел, начал жаловаться на своего оппонента какого-то, да, и говорит, что меня ударили, оскорбили, подрали тетрадки, вымогали деньги. Ну, в моей практике этого не было. В моей практике, когда ко мне, по крайней мере, приводят ребенка или обращаются, ребенок подросткового возраста 12, 13, 14 лет, да, 15 лет, он молчит. Высказывают только его родители, мы строим предположение. Итак, если ребенок подтвердил вам в разговоре, что он жертва буллинга, либо рассказал, обязательно для того, чтобы у ребенка не возникло вторичной травматизации. Нам бы, дай бог, его из первой, как говорится, вытащить, чтобы она не осталась на десятилетия. Обязательно нужно сказать: я тебе верю. Как в скобках указано, да, это поможет ребенку понять, что вы в состоянии помочь ему с проблемой, хотя бы его услышите. Вторая фраза у вас должна звучать так: мне жаль, что с тобой это случилось. Этой фразой мы говорим о ребенку о том, что мы понимаем его чувства, эмоции, ощущения. Когда мы говорим третью фразу, это не твоя вина. Мы даем понять ребенку, что он не одинок в подобной ситуации, что многие его сверстники сталкиваются с разными вариантами запугивания, агрессии в тот или иной момент взросления.
Мы можем здесь добавить фразу, которая для кого-то может резкая, для кого-то такой мягкая, но просто так случилось, ты оказался в этот момент, в это время, в этом месте. Это не твоя вина, просто так случилось, что ты оказался в этот момент, в это время, в этом месте, да? Следующую фразу мы говорим: очень хорошо, что ты мне об этом рассказал. Да? Эта фраза помогает ребенку понять, что он правильно сделал, обратившись за помощью и поддержкой ко взрослому. Не все педагоги могут сказать «я люблю тебя», да, но, по крайней мере, сказать «я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала опасность», это может сказать любой взрослый. Это то, что поможет ребенку с надеждой посмотреть в будущее и ошутить защиту. Если вы не знаете, что будет дальше, вы просто так четко, ясно, не надо скрывать от ребенка, не надо ему врать, да, как говорят специалисты, которые работают же именно в тематике жестокого обращения с ребенком, но со стороны взрослых, да, они говорят так: это хорошо, что ты мне рассказал. Я обязательно постараюсь тебе помочь. И эту информацию, да, либо этот случай расскажу там вышестоящим. Но что будет дальше, если мы не знаем, чем это закончился? Может быть, там затронуты такие, как бы, ну, не спецгруппы, да, может быть, там что-то затронуто уж очень-очень сильно, да, еще неизвестно, какие родители, скажем так, у другой стороны, да. Но я постараюсь тебе помочь, да, постараюсь это донести, постараюсь высказать, чтобы ребенок хотя бы знал, что он не один, и в любой момент он может прийти и вам все это рассказать, для того, чтобы ощутить хоть какую-то заботу. Но, забегая вперед, есть детки, которые на сегодняшний день одевают на себя роль жертвы. И везде и всюду их обижают, оскорбляют, унижают. И вот в этой ситуации он может вам подтвердить, что его, ну, сегодня обидели, вчера обидели, позавчера обидели. Ну, он такой бедненький. Они могут в какой-то момент начать манипулировать вами. И вот эту манипуляцию, потому что это дети, это очень-очень тяжело отследить. И вот для этого как раз и существует вот эта последняя фраза: «Я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала опасность». Либо в этом случае, как было сказано выше, мы обучаем детей разрешать конфликтные ситуации. Здесь нету схемы обучения. Итак, какие бывают подходы в школе к решению проблемы? Опять же, было проведено исследование не только в России, да, но и, скажем так, и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Существует три варианта разрешения этой проблемы. Невмешательский подход, либо по-другому руки прочь. Я не буду в это вмешиваться. Я здесь при чем? Либо, как сказал один профессор, каким боком меня это касается? Никаким. И просто мимо уходит, да? Второй подход – это подход твердой руки. То есть тотальный внешний контроль и основные методы воздействия, угроза и шантаж. Попробуй еще раз сделать. Я тебя туда-то, туда-то. Ну, давайте объясню на примере. Не зря пример пришел в голову. Мы ездили независимыми экспертами в одно из учреждений не санаторного типа, где дети живут. Да, где дети живут, и это дети
скажем так, мягко, с ОВЗ. И, ну, типа 40-й вот коррекционной школы, да, ну, как бы родители туда приезжают только летом, могут забрать на 3 месяца детей, да, либо есть дети, которых вообще не дают. Суть проблемы заключалась в том, что мы приехали, мы проводили диагностирование детей, писали независимую справку, действительно был факт, по которому мы приехали. И вот общаясь с одним из ребенком, диагностировал его, проводя опрос, да, он такой бедненький. Он видно, что домашний ребенок, а время уже март, наверное, апрель, да. И мы не могли понять, что он здесь делает. И он действительно нормотипичный ребенок среди вот, детей ОВЗ. И когда стали с ним общаться, он говорит, я один у мамы. И я просто в какой-то момент, я буду говорить своими словами, да, повел себя в образовательном учреждении не очень хорошо. Стал хамить, задирать детей. В какой-то момент взял в руки стул, поднял его, да, на кого-то замахнулся. Меня вызвали на одну комиссию, на вторую комиссию. И в итоге меня вот отправили в 40-ю школу. Сразу предупреждаю, да, с родителями мы не общались, у нас был опрос и диагностирование детей. А мальчику 10 лет, да, и он говорит, и в какой-то момент так оказалось, что он не видит ни в чем маму, вот в чем дело, да. Он говорит, мама не смогла за меня, не то что бороться, она не смогла меня отстоять, меня отправили сюда. Ну, я думаю, нормально. То есть угрозы и шантаж в нашей жизни бывают всякие. И там, скорее всего, в той школе, со слов, опять же, этого ребенка, произошла какая-то неприятная ситуация, которую школа не стала разрешать, она нашла самый лучший вариант. И из того, что общаясь потом с руководителем этого учреждения, с воспитателями и психологами данного учреждения, не видя дела этого ребенка, как говорится, да, ну вот общаясь с коллегами, они говорят, скорее всего, был подход твердой руки. То есть тотальный внешний контроль, и как только что-то вышло за пределы этого образования, либо за пределы этого контроля, за пределы видения того мира, в котором должна быть находиться эта школа, какое должно быть положение, какие должны быть ученики, а от ребенка вот так угрозы и шантаж и изоляция в крайнем случае. Надеюсь, понятно объяснила, да? И третий вариант подхода в школу решению проблемы. Возьмемся за руки, друзья. Педагоги и школьные коллективы считают, что буллинг – это отвратительное зло и твердо, но не агрессивно выступают против него. Это то, о чем говорит национальная стратегия до 2025 года. Создание тех самых, не до 2017 года было создание, а теперь реализация. И да, сейчас реализация плана в отношении вот школьных служб преподавания. Возьмемся за руки, друзья. И взрослые, и дети, все вместе против буллинга, против правонарушения, против абьюзеров, против насилия в образовательном учреждении. Уважаемые коллеги, понятно? А то я тут уже засыпаю на солнце под светом. Коллеги. Идем дальше. Все о грустном и о грустном. Итак, мы переходим к технологиям. Да. И чтобы перейти к нему уже не отвлекаться, я вам предлагаю 10 минут перерыв. На моих сейчас 54 минуты. А потом уже сесть за них и пробежаться. По-моему, у меня здесь указано 3 технологии, если я не ошибаюсь. Как вы на это смотрите, уважаемые коллеги, чтобы сделать 10-минутный перерыв? Угу. Так. Угу. Угу. Спасибо, тогда 10 минут делаем перерыв и продолжаем дальше. Хорошо, встречаемся в 5 минут на
16:05. Угу. Все, до встречи.
добрый вечер все. Здесь у меня... Все меня видно и слышно, а то у меня какая-то ерунда вышла, и я не знаю, как ее убрать. Спасибо, Светлана Александровна. Итак, локальные акты образовательных организаций, Ольга Анатольевна. Не знаю, видите или не слышите. Угу. Спасибо, Татьяна Николаевна. Я не в образовательной организации работаю, но все, что у нас есть, я могу скинуть Елене Петровне. Могу показать завтра все, что будет в вашей папке, да, помимо презентации, чтобы вы уже знали и готовились к тому, что как бы вам придет в папке, скажем так, документов. То, что есть у нас в региональном центре, да, мы работаем на республику, но именно в плане соцзащиты с образованием мы сотрудничаем, да, но это бывает редко и метко. И мы в основном выезжаем закрывать вот все... По крайней мере, был очень большой период, мы закрывали, выезжали все эти буллинги, конфликты, да, все какие-то суицидальные намерения, скажем так, попытки детей. Все, что есть, я это спокойно могу скинуть Елене Петровне, а она потом вам все это разошлет, если вас устраивает этот вариант. Угу. Ну, давайте все-таки остановимся, по крайней мере, на тех технологиях, да, на комплексных работах, которые мы всегда проводим, рассказываем нашим педагогам, работающим с детьми, работающих и в СРЦ, в социально-реабилитационных центрах, и... Господи, в детских домах рассказывали, и в коррекционных школах. Потому что центр, помимо того, что выезжает на местах разрешать эти конфликтные ситуации, пусть будет громко сказано, да, он еще и пишет и методические рекомендации, технологии, и ведет образовательную деятельность. Хорошо? Идем дальше. Итак, комплексная работа по профилактике буллинга в школах. То, что мы предлагаем в наших организациях, да. Первый шаг — признаем проблему. Второй шаг, первый шаг, признаем проблему. Были ли проблемы в школе, есть ли неприятности в настоящее время, знают ли кто и у кого еще есть такие неприятности. И если в настоящее время не имеют никаких проблем, то испытывают ли страх за свою безопасность вообще, да? То есть проблема или ее нет проблемы. Второй шаг, определяем проблему, да, это действительно ли проблема, либо это манипуляция, извините, да, ну я вот так себя веду, чтобы на меня обратили внимание, и это раз-два, но чтобы обратили внимание, да, может мне что-то не нравится, либо я не успеваю, да, либо наоборот мне скучно в этом месте, на этом уроке с этим преподавателем, потому что я все успеваю решать, либо этот момент, который мне говорили решать, я его уже знаю. Поэтому суть проблемы, серьезность проблемы, частота проявления и соответствующие примеры. Просто в одной из школ, опять же, ближайший город Сыктывкара, мы выезжали, что нам сказали, что приемный ребенок является буллингом, абьюзером, да, и обижает весь класс боится идти в школу. Представили, да, девочки второй класс, и как-то ее боится 20 человек, идти в школу тоже очень серьезный момент. А оказалось-то проблема лишь в том, что я все очень-очень-очень быстро делаю, успеваю, и у меня остается много времени, я не знаю, куда его занять. Я начинаю либо болтать, либо в кого-то кем-то кидать, либо кому-то приставать, да, и в последний момент вызвали по такому поводу, что ребенок в нашем случае схватила стул, на кого-то замахнулась, потому что ей сказали, что нужно сидеть тихо. Третий шаг – это выполнение программы, да, создаем атмосферу нетерпимости к любому акту насилия в школе, особенно в определенном классе.
лучше наблюдаем, да, за столовыми, переменными этими холлами, да, комнатами отдыха и так далее. Проводим соответствующую воспитательную работу по классам в режиме свободной дискуссии, но на сегодняшний день, еще раз, уважаемые коллеги, я вам повторяю, это уже научно доказано. До 10 лет мы воздействуем на детей через родителей. Старше 10 лет мы проводим работу и с детьми, и с родителями. Мы должны все вместе стоять как бы на разрешении этой проблемы. И лучше всего в этом случае вам поможет школьная служба примирения, служба медиации. Они специально были разработаны, спущены сверху эти нормативные акты, да, методические рекомендации именно для борьбы, для профилактики правонарушений, в частности буллинга. Такого понятия, такого мероприятия, как буллинг. Так, если надо, если у вас не разработан, разрабатываем этический кодекс школы, если он разработан, напоминаем, да, выражаем детям ожидание такое, да, свое мнение, что они будут сообщать о нарушениях либо администрации, либо консультантам, и создаем консультантами группы поддержки для пострадавших и групп для работы с обидчиками. Как говорится в процедуре медиации, там должна работа быть и с обидчиками, и абьюзерами, и пострадавшими. Она идет одновременно, но по раздельности потом мы сажаем их за общий стол переговоров, да. В комплексной работе по профилактике буллинга в школе она тоже идет, и желательно, да, я повторяю, вот те программы, которые мы проводим, чтобы в группе из 10 человек желательно было, чтобы либо один абьюзер, один булли, да, один агрессор и одна жертва. Чтобы было два вот таких противоправных, скажем так, противоборствующих стороны, остальные детки, ну не нормотипичные, но сторонники наблюдателей, тогда вам легче нормализовать обстановку. Но именно в состоянии, в ситуации буллинга работу нужно проводить со всем классом. И тогда желательно, чтобы ее проводили два преподавателя. И обязательно из них, ну моя точка зрения, был психолог. Сейчас помню, если та программа расписана, если нет, на словах скажу. Так, если вы ничего не предпринимаете для решения проблемы, вы сами становитесь ее частью, уважаемые коллеги. Потому что школа имеет собственную ответственность за развитие личности ребенка, отличную от ответственности родителей. Школа отвечает за все, что ребенок делает и переживает в ее стенах. Еще потому, что школа отвечает за установление рабочего контакта с родителями ребенка. Учитель, а не ребенок, отвечает за качество взаимодействия в системе учитель-ученик. И весь коллектив педагогов отвечает за то, что происходит с детьми в стенах школы. Это у вас прописано, если не ошибаюсь, в уставе школы, либо в положении во вашем образовательном учреждении. Потому что в большинстве случаев, если где участвуем мы, да, и если приходится быть независимыми экспертами, мы родителям говорим: прочитайте, пожалуйста, устав в школе. Устав школы должно быть написано, что они отвечают за психическое, физическое и психологическое здоровье ребенка внутри школы. И тогда на основании этого, что школа имеет собственную ответственность за развитие личности ребенка, да, отвечает за все, что ребенок делает и переживает в ее стенах. Тогда вы имеете право написать заявление в школу, да, чтобы вам объяснили, что именно, как произошло в этой школе, если учитель не отвечает устно. Надеюсь, понятно объяснила.
Потому что бывают ситуации, когда учитель говорит, а я не знаю, это было в мое отсутствие. Если ребенок находился в этот момент в образовательном учреждении, там отсутствие учителя даже не рассматривается. Если его толкнули, пнули, спустились с лестницы, простите, уважаемые, в период, когда он находился в образовательном учреждении, то стоит вопрос, где находился педагог. И когда, пардон, вернусь, да, вы родителю говорите, я не отвечаю за это, да, либо я здесь при чем, он спокойно вам может еще раз напомнить устав школы и может напомнить вот, вот эти основные моменты. То же самое является, касается образовательных учреждений, то бишь детских садов. И если в детских садах есть такие моменты, руководство детских садов, педагоги детских садов пытаются скинуть, да, прямо действительно вот скинуть, пусть будет конфликтную ситуацию на родителей, что они сами виноваты в том, что там что-то случилось с ребенком, либо ребенок не идет в детский садик, либо у ребенка уже официально, скажем так, документально заверена психологическая травма, то родители вправе, да, и любая прокуратура может начать дело и хотя бы, ну, заинтересуется этой ситуации, когда есть еще документальное подтверждение, потому что она отвечает за ребенка. Итак, пролистываю, да, перед глазами у вас рулит. Это была комплексная работа по профилактике буллинга в школе. Существует еще второй вариант, да, наша Россия богатая страна, единая программа по всем школам, по всем образовательным учреждениям, в частности, не только образование и соцзащиты, не могут существовать единая программа, да. У нас разработано очень много технологий и программ. Так вот, антибуллинговая программа школы еще один из вариантов. На основе ее очень многие пишут вот эти свои локальные акты. Первый пункт антибуллинговой программы школы входит повышение уровня коммуникативной культуры в школе, то есть учить всех, как обходиться с буллингом, улучшать взаимодействие между учащимися и взрослыми в школе. То есть туда входит, да, правила поведения для всех учеников, которые столкнулись с буллингом, и в принципе правила поведения, да, что делать, куда идти, кому заявлять, заявлять о факте провокации, оскорбления, физического насилия, вымогательства, да, и в школе также создается антибуллинговый комитет. И первый пункт повышения уровня коммуникативной культуры заключается в том, чтобы еще повышать квалификацию администрации по созданию позитивного климата в школе. То есть проводить какие-то тренинги, какие-то лекции, ну, какие-то вот такие, может быть, даже командообразовательные мероприятия. Что на сегодняшний день проводится даже не только в учреждениях, могу смело сказать, да, с того года рекомендовано проводить не только в образовательных учреждениях, но и во всех учреждениях Республики Коми на любом уровне и в любой организации. И связано это все с тем, чтобы улучшить взаимоотношения, да, между коллективом, улучшить коммуникацию среди не только специалистов, сотрудников этого учреждения, но и с окружающими людьми, с посетителями, либо пусть будет с учащимися, да. Ну и чтобы люди немножко переключились, скажем так, с окружающих реалий немножко на внутренние. Так вот, антибуллинговая программа школы, она существует и в некоторых образовательных учреждениях используется, но можно сказать четко, ясно, основой на антибуллинговую программу, кампанию, была положена вот эта школьная служба примирения, пардон, третий день о ней говорим, да.
Именно в школьной службе примирения разработаны правила поведения, да, и куда и кому заявлять о факте насилия, о факте вымогательства, даже оскорбления, ящички медиатора, либо почта медиатора, кто как их называет. Идем дальше. Вторым пунктом антибуллинговой программы школы является совершенствование компетенции противодействия властолюбимому поведению педагогического и технического персонала школы. Если не прочитывать, что дальше, то у нас бывает очень интересный вариант, что технический персонал школы, да, я не знаю, как вы, но было несколько раз, да, очень властолюбиво ведет себя при подходе родителей в этой школе, в заходе в эту школу, да. То есть учителя должны уметь распознавать потенциальных жертв буллинга и быть бдительными. Этих детей видно сразу по манере одевания, по манере не то что поведения, даже как он идет, заходит в класс, как он отвечает, да, либо он стеснительный, либо он скромный, либо он действительно жертва. Учащиеся, которые подвергаются агрессии, должны иметь право рассчитывать на поддержку со стороны учителей, когда речь идет о буллинге, подразумевает второй пункт программы, да. Учителя должны научиться распознавать властолюбцев, те, кто лидеры, да, и отличать степень выраженности вот их агрессивного поведения, злостный ли этот агрессор, взрослый ли агрессор этот ученик. Это очень тяжело, потому что наши дети на сегодняшний день, опять же, да, они могут быть спокойны, потом какой-то момент взорваться. И проявлять свои буллинговые наклонности буллинга, да, даже незаметно для нас. Вроде для нас он спокойный, мирный такой парень, да, а за нашей спиной только мы отвернулись, он настоящий буллер. То есть вот этот кусок очень тяжело распознать. Они научились вот скрывать свое поведение, скрывать свои эмоции, скрывать свои вот какие-то личностные черты характера. Учителя должны научиться конструктивно конфронтировать с агрессией. Опять же, на сегодняшний день, да, на основе своего опыта и жизненного, как бы, и практикующего. Учитель может этому научиться, если его этому обучили. Но это может быть мое правило, мое кредо или что. Как я могу конструктивно конфронтировать с агрессией, да, если мне не показали ни одного приема? Если мне не показали ни одного метода, даже если мне не сказали, что он только подходит, я могу сказать: стоп, что ты хочешь от меня. Либо когда он агрессирует и говорит: какая я умница, красавица, в кавычках, я говорю: да я такая, и что? Если я этому не обучена, если у меня нет этих знаний, то, соответственно, мне надо обучать. Учителя должны научиться, да, они должны научиться, но им нужно время, место и кто будет этому обучать. И агрессия же на сегодняшний день бывает разная, да. Учителя должны опираться на созданную в школе систему противодействия, в том числе антибуллинговый комитет и другие структуры, оказывающие экстренное противодействие в ситуации агрессии среди людей. Они должны, и они опираются. Но даже на сегодняшний день, я не знаю, как у вас, существует ли это антибуллинговая программа в школе, либо локальные акты профилактики, да, буллинга, насилия в школе. Но даже на сегодняшний день они могут и должны, да, опираться. Но на сегодняшний день та же самая, да, пресловутая школьная служба примирения, служба медиации, она создана добровольно-принудительно. А если это добровольно-принудительно, она действительно нравится, она действительно мотивирующая, заинтересована, тогда можно опираться. Но если она принудительно, добровольно, то там опираться, опять же, моя практика, да.
И учителя должны знать, какие факторы классной атмосферы способствуют буллингу. То, о чем мы с вами говорили 3 дня, да? Напоминать не буду. Третий пункт антибуллинговой программы школы. Формирование учащихся конструктивного поведения на случай буллинга в их классе. Дети должны уметь и быть готовыми рассказать о случае буллинга своим родителям либо взрослым, которым они доверяют, например, учителю, воспитателю, руководителю студии. Вести себя уверенно, искать друзей среди сверстников и одноклассников, избегать ситуаций, в которых возможен буллинг, заниматься методично и последовательно восстановлением своей самооценки с помощью специалиста, если нужно, быть настойчивым и задиристым, хотя бы внешне, да, не надеяться, не мечтать отомстить с помощью еще большей жестокости и не применять оружие, и учиться использовать юмор, самое мощное оружие против вербальной агрессии. Да, это действительно. Но все эти пункты ребенок может применить в своей деятельности, в своей жизни только в том случае, если ему об этом рассказали, как говорится, рассказали, показали, научили, и он это попробовал, да. Правило, как я называю, 4П. Мне это показали, мы это приписали, мы это проиграли и где-то это попробовали. Если этого варианта нет, то ребенок не сможет это повторить. И опять же стоит вопрос формирования учащихся конструктивного поведения на случай буллинга в их среде. В какое время года, в какое время суток, на каком уроке, где и как они должны это формировать. Если у вас есть вопросы, задайте, потому что по каждому пункту как бы можно найти ответ, можно хотя бы привести пример. Коллеги. Идем дальше. 4-й пункт антибуллинговой программы школы. Формирование конструктивного поведения у зрителей, свидетелей буллинга. Дети должны уметь и быть готовыми отклонять предложение поучаствовать в травле. Мы опять же детей этому обучаем. Так задавайте вопросы, если вас много. Мы обучаем как, да? Пока вы пишете. Мы обучаем или в течение классного часа, да, и классные часы, насколько я знаю, они предусмотрены. Обучаем как? Предлагаем, давайте на одной ситуации объясню, да. Отклонять предложение поучаствовать в травле. Например, есть такая программа АРТ, обучает только специалистов соцзащиты, и она предполагает, да, мы собираем детей и здороваемся с ними, говорим, да, что в нашей жизни такую прелюдию иногда бывает, забегая вперед, потому что, не помню, есть, да, либо забегаем вперед, либо говорим, да. Вы все смотрели, наверное, фильм «Чучело», вы все смотрели фильм «Гадкий утенок», и это модель, предложена Петрановской, да, и мы ее добавляем, в нее добавляем программу РТ, да, и в этих фильмах, в этом мультике был гадкий утенок, да, в одном случае девочка, в другом вот гадкий утенок пока... Спасибо, Ольга Анатольевна. Сейчас расскажу это и, может, по пути вспомним. И прошло определенное время, они выросли в прекрасного лебедя, скажем так, да. Так вот, там на этого гадкого утенка нападали другие гуси, утки этого птичьего двора. Там же обязательно был кто-то лидером, кто-то заводил их, чтобы научить ребенка отклонять предложение, поучаствовать в травле. По этому пункту говорю, да. Вот давайте эту ситуацию
Мгм. Спасибо, Светлана Александровна. Сейчас отвечу. Давайте эту ситуацию обыграем, да? Кто из вас будет гадким утенком? Кто из вас будет вот этим заводилом? Кто будет там петухами-курицами этого птичьего двора? И мы обыгрываем эту ситуацию. Мы даже можем взять самую простую сказку «Морозко». Кто из вас будет, буду перескакивать, чтобы вам объяснить, да? Кто из вас будет вот этой девочкой, которая замерзает под елочкой? Кто будет Морозом, да? Мороз крепчает, он бегает, 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 вижу вопрос, да? Он бегает, 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 а девочке все холодно, и приходит там Мороз Иванович. Это уже, что ты можешь сказать, чтобы ты не замерзла? Что ты можешь сказать, чтобы на тебя другие гуси, утки, гуси, птицы, не петухи не давили. То есть, если брать эту программу тренировки агрессии, да, она подразумевает войти в мыльный пузырь вот так, да, итак, на меня давят, от меня хотят там то-то, то-то, то-то. И ребенок сразу, обучаем его, да, вот во время этой игры, вместе с ним стоит второй человек, да, взрослый человек, который ведет один с агрессорами, скажем так, другие жертвы, говорит, так, зашел. Если я сделаю так, пойду у них на поводу, то последствия будут какие? А если я не пойду на поводу, то последствия будут какие? Ага, а хочу ли я вообще участвовать в этом? Нет. Что тогда я могу им сказать? Я могу сказать, что меня ждет мама, что я не могу в этом участвовать, что у меня важные дела, ну что-то еще. Готов ответить? Готов ответить. Снова делаю знак рукой, выхожу, говорю, ребят, вы предложили то-то, то-то, я не хочу участвовать, потому что там у меня тренировка, позвала мама. Мы уже ребенка в этой игре научили отклонять предложение поучаствовать в травле. И потом этот вариант игры мы им показали, мы на доске алгоритм записали, но им же нужно проиграть. И вот сколько у нас человек в группе, мы делим их на пары и говорим, каждый, пожалуйста, вспомните ситуацию, когда вам что-то предлагали, вы не хотели, а вам нужно было. Ну, вы не хотели, вас заставляли, а вы не могли отказаться. И давайте здесь ее сейчас проиграем. Как сделать так, чтобы вам было удобно, чтобы вы вроде бы и не обидели, отказали, на вас не давили, да, не было этого давления сверстников. И вы отклонили это предложение, но чтобы и вам было комфортно, да. И мы проигрываем, мы сразу проигрываем, разбираем ошибки, дети этому обучаются. Вот это то, к чему мы должны научать наших детей. Пытаться разрядить обстановку, когда она накаляется, и возможно, буллинг мы можем опять же проиграть в этой программе, да. Громко кричать и искать поддержки, если стал свидетелем насилия. Но кричать мы сразу говорим, надо начинать, кричим «пожар». Немедленно приводим кого-то из взрослых, кому ты доверяешь, это тяжелый вопрос, да, кому доверяешь, подбадривать и поддерживать жертв, советовать им пойти за помощью, но не всегда жертвы идут за помощью. Сейчас про жертву скажу. Итак, антибуллинговая программа на основе чего составлена, если примерно? Угу. Очень хороший вопрос, Ольга Анатольевна, мы ее, наверное, уже года 2-3 предлагаем нашим специалистам, мне нужно посмотреть документы, потому что я действительно не помню. Я вам на этот вопрос отвечу завтра. Я посмотрю в своей программе, в своих тетрадях, потому что мы очень много обучались. Я вам сейчас не скажу, автора вертится. Так, если нет надежного взрослого, к кому ему обратиться? На сегодняшний день мы всегда говорим, вы можете позвонить, Светлана Александровна, на детский телефон доверия, и вам ответят. Единственный вариант, что очень многие взрослые не рекомендуют детям звонить на детский телефон доверия, что это сразу сообщается соответствующей организации.
Но мы тогда говорим, но все равно у тебя же в жизни, да, если работать как психолог, была ситуация, когда тебе было плохо, к кому ты обращался, как ты вышел из этой ситуации, от кого ты получил помощь. И тогда мы находим вот этого человека, который ему показывает помощь. И желательно, чтобы это был взрослый. Какие нормативные документы в основе всей работы лежат в Республике Коми? Есть такие в Российской Федерации? Именно Ольга Анатольевна по буллингу? Да, они есть. Вы такие вещи спрашиваете. Раньше было в рамках национальной стратегии до 2017 года. Там прописывалась антибуллинговая программа. Сейчас национальная стратегия до 2025 года, не помню. Записала, посмотрю, завтра скажу точно. В Республике Коми по суициду ничего нет, и по буллингу, по-моему, тоже ничего нет. В Российской Федерации есть. Готовые алгоритмы реагирования разных специалистов каких? Мы работаем с защитой. Так, Ольга Анатольевна, где нет? Стратегия? Угу. Посмотрю. Алгоритмы реагирования разных специалистов в ситуации суицида я делала, буллинга. Мне надо посмотреть, лично я не делала, но центр посмотрю. И буллинг на сегодняшний день его как такового, по крайней мере, в региональном центре и по соцзащите, он не звучит. Я посмотрю, Ольга Анатольевна, я поняла стратегию. Это сразу идет сообщение, если помню верхний слайд, это сразу идет сообщение заместителю директора, директору, и дальше идут в управление образования, что у них случился такой случай. Потому что последний случай, который вот был в одной из школ, и там была ситуация буллинга против ребенка, мама заявление писала, она уже обошла все инстанции, да, и дошла до уполномоченного по правам ребенка Республики Коми. И там шел именно тот алгоритм. Мама сперва пришла к классному психологу, поговорила, что на ребенка нападают, что ребенка оскорбляют, ребенок не хочет ходить в школу, у ребенка порванные куртки, ребенок приходит, как она сказала, говорит, пришел в один из дней с оторванным ухом, мы ездили в ДРБ, ему там зашивали, что-то делали. Потом мама пошла, как бы маме сказали, ну поговорите с психологом. Пошла с психологом. Психолог проводил несколько занятий с ребенком, хотя там должно быть занятие со всем классом, да. Потом эта информация уже мама стала жаловаться директору, заместителю директора, с ней разговаривали, со всем классом не разговаривали, да. На основе ситуации хочу вам объяснить. Мама пошла по инстанциям. Когда мы общались с управлением образования, потому что уполномоченный по правам ребенка отправил маму к нам, чтобы мы разрешили эту ситуацию с помощью процедуры медиации, мама хотела на телевидение как бы зайти с этим вопиющим фактом, что вот ее ребенка так оскорбляют, унижают, обижают, да. И когда мы общались с управлением образования города Сыктывкара, не буду называть фамилии, да, и проговаривали весь алгоритм, я поняла, методическое правовое обеспечение, с управления образования, специалист управления образования сказал так, как только мама пришла к классному руководителю, должна была собраться классный руководитель, психолог, заместитель по вот, начальным, по воспитателям, или как у вас там называется, по начальному звену, да, могу ошибиться.
И они должны уже были выработать какую-то стратегию, чтобы эта мама никуда дальше не пошла, чтобы было комфортно и удобно учителю, он же ведет этих детей в этом классе, сколько там часов занимаются, да, с утра до обеда, по крайней мере. Удобно ребенку и другим ученикам. Но этого не было сделано. И поэтому эта ситуация буллинга вылилась. Ладно, не буду по процедурам. Надеюсь, частично ответила. Методическое правовое обеспечение, посмотрю в документации. А антибуллинговая программа, которая предоставлена на слайде, она уже давно работает в Российской Федерации. Нет. И распечатанного варианта у меня нет. Сейчас посмотрю учебников. В антибуллинговой программе школы там обязательно должно быть привлечение родителей. На сегодняшний день родителей тяжело привлечь. Они все работают, они все заняты. И привлечение общественности здесь имеется в виду антибуллинговой программы, да, средства массовой информации, то, что не любят наши образовательные организации. Честно вам говорю, они очень не любят, по крайней мере, когда мы приходим, наоборот, помогать им, да, чтобы этот конфликт не вышел за пределы образовательного учреждения, и не очень хорошо воспринимают, и бывают случаи, когда агрессируют. Да? Задачи психологических служб. В каждой школе есть психологическая, считается, служба. У вас еще созданы республиканские методические объединения, стажировочные площадки. Так вот, психологическая служба, которая в каждом учреждении. Это распознавание угрозы суицида, оценки степени рисков и попыток предупреждения суицидального поведения, то, что они делают чуть ли не каждые полгода, да, тесты проводят СУНГа с несовершеннолетними, работа с депрессивными симптомами подростка-жертвы, по крайней мере, да, из того куска, что знаю, психологическая служба не успевает, но все равно пытается их взять и с ними проработать. И работа со всеми субъектами образовательного процесса школы, будь то ребенок, будь то педагог, будь то родитель. Есть еще такая программа прекращения буллинга в классе без обвинений. Антибуллинговая программа в школе прописана в методическом пособии, называется «Нет насилия в школе» или «Без насилия в школе». Все вспомнила. Если вам ее нужно, я вам ее как бы... Да, в электронном варианте она у нас есть. Могу Лене Петровне скинуть. Программа прекращения... Ну, есть время. Нереально, они нереально, как говорится, реально и не, может быть, и не будут работать, да, один из вариантов. Скорее всего, поэтому и было сверху спущена вот эта процедура медиации, которая на сегодняшний день реально тоже не работает, я четко, ясно говорю, да, в образовании в школах, она есть только на бумагах. Потому что сама несколько раз столкнулась с ситуацией, когда можно было и ситуации буллинга, и ситуации насилия в отношении со своим ребенком, когда можно было применить эту, и в ситуациях УПТН и КПДН, да, когда можно было применить эту программу медиации, технологию медиации, кто как называет, да, но ее не применяют. Хотя она спущена сверху, уважаемые коллеги.
А самое главное в этом случае, я вам скажу, да, как специалист с одной стороны, с другой стороны, как мама, и которая всегда говорит, как я говорю, да, своим студентам, которых обучаю именно в процедуре медиации либо в конфликтах, вы только заметили, что мама начала движение, вот она начала движение, начните с ней разговаривать. Вот просто задайте самый тупой вопрос, да, который есть в процедуре медиации. Что вы хотите? Она же хочет самого простого, даже самый последний случай, который вот в одной из школ случилось. Что вы хотите? Мама четко, ясно проговаривает, но ее не слышат, что она хочет, чтобы ребенок доучился этот учебный год. Почему этот учебный год? Потому что купили квартиру, и они переедут в другую квартиру, в другом микрорайоне, в другую школу уйдут. А пока вот это документы, пока там ремонт одно, второе, они не могут этот учебный год переехать, потому что еще там маленький ребенок, и потому что этот ребенок проходит обучение в поликлинике или что там, которое относится к этому дому. То есть все территориально у них расположено. И поэтому этот учебный год они хотят доучиться здесь. Вот просто маме надо было задать вопрос, чего вы хотите? Доучиться. Но случилось так, что учительница не услышала, психолог, пардон, не услышал, замдиректор не услышал, потому что учитель, я никогда не оскорбляю, не унижаю учителей, потому что знаю, что это такое, когда много везде всегда на них давит. Учительница сказала, да что с ним, да он всех достал. И все, и пошло по накатанной. А отучиться-то нужно, извините, январь, февраль, март, апрель, май, 5 месяцев, из них там месяц, ну сколько там, неделя-две каникулы, и ребенок часто болеющий. То есть он от силы 2-3 месяца будет ходить в эту школу. Просто-напросто доучиться этот сезон. Была бы конфликтная ситуация? Не было бы конфликтной ситуации. Был бы в этом классе буллинг, да, что он схватился за циркуль, он схватился за сосульку, этот ребенок, он схватился за стул, и там что-то еще у него было, да, поливался. Не было бы этого ни всего. То есть нужно было просто сесть и всем вместе за стол переговоров. И все. И учителю четко ясно поставить позицию, да, что в моем классе без драк, без оскорблений. И если тебя что-то напрягает, если что-то, подойди, расскажи мне, попытаем разобраться. То же самое, когда он обижал девчонок, он же дошел до мальчишек. Всем сказать, когда вас обижают, я попытаюсь разобраться. И когда звонят родители, да, мы с этим разберемся. А когда мы разберемся? Почему я всегда говорю, у учителей очень большая нагрузка, очень мало времени. Но если вы сказали, мы разберемся, разберитесь, пожалуйста. И когда вам родитель говорит, ну, чем я могу помочь, что мне нужно сделать, чтобы он так не был, ну, вы скажите, я уже его вожу в школу, я уже забираю, то есть там весь класс уже, представляете, второй класс, все водят детей в школу и забирают, да, ну, что сделать? Поговорить с ним, провести, да, пандемия, нельзя провести игры, да, агрессия у детей прет и тревога, потому что неизвестно, будем ли, извините, завтра мы жить, заболеем, не заболеем, и что будет завтра с зарплатой, с работой, со всем остальным. Но что мы можем сделать? Если родители предлагают помощь, воспользуйтесь этим. Вот просто воспользуйтесь. И если родитель на вас сдавит, да, да вы обязаны, да вы должны там следить. Да, обязана, да, слежу. Но у меня в классе их 24 человека, там 30 человек. Ну давайте разберемся, вашу точку зрения, что вы видите, как вы думаете. А я вот вижу это, а я вот думаю я, потому что вы все опытные. Вы столько видели, вы столько работали с этими детьми, в отличие от этого родителя, от этого ребенка. Как говорит
заместитель директора по, если я не ошибаюсь, поправьте меня, учебно-воспитательной части, что-то там именно в начальном звене. Она говорит, у меня вот общалась, ну, повезло по жизни, да, у меня 20 с лишним лет стажа, и она говорит, в моей жизни был один-единственный ребенок, который вел себя точно так же. Я только пришла работать в школу, ну, может, год два отработала уже, да, и мы ее спрашиваем, ну, как вы справились с этой ситуацией? У каждого у вас есть жизненный опыт. У вас были такие ученики, были с намеками такие ученики. Ну, как вы справились? Она говорит, а вы знаете, как-то так потихонечку, вот сижу, вспоминаю, думаю, как потихонечку. Где-то с ним поговорила, где-то со всем классом он был вместе, где-то с родителями поговорила. Как другая учительница говорит, ну он пропускал, он агрессировал. Ну, стали за ним заходить домой, чтобы не пропускал. То один ребенок зайдет, без тебя не пойду, пропустим вместе. То второй зайдет, а я, говорит, на крылечке стою, жду. Ну, наши дети на сегодняшний день, современные подростки, да, они такие. Они намного нахальнее, они намного наглее, они намного знают лучше свои права, чем обязанности. Но к ним можно найти подход. В московских гимназиях. Добрый день. В московских гимназиях и в школах Санкт-Петербурга у них пилотные проекты по процедуре медиации, которые очень хорошо ведет Антон Коновалов. Он недавно к нам приезжал и проводил вот этот семинар, по-моему, 3-дневный в каждой школе. Плюс в том году в семейных центрах при соцзащите у них тоже созданы пилотные проекты по процедуре медиации. И они на сегодняшний день, помимо Антона Коновалова, который проводит каждые 3 месяца, если не ошибаюсь, учебы, семинары для педагогов образовательных учреждений именно города Москвы по восстановительной медиации, да, чтобы было меньше правонарушений, меньше этих буллингов, какой-то травли и всего. У них сейчас еще московские центры семьи и детям стали брать, ну не в каждой школе, там, по-моему, 5 или 10 районов, проводить занятия с несовершеннолетними именно с подростками и именно в отношении процедуры медиации, проводить вот эти занятия по профилактике буллинга. Потому что я сама лично с ними созванивалась в августе месяце и спрашивала, как и что они реализуют процедуру медиацию. И у них заключены контракты, договора, межведомственное взаимодействие, скажем так, соглашения с образовательными организациями, что специалисты будут приходить и проводить занятия по профилактике буллинга, агрессивного поведения и правонарушений с детьми. Но именно в направлении медиации. Я ответила на ваш вопрос, Ольга Анатольевна. Ольга Анатольевна, я ответила на ваш вопрос. Не совсем. Я именно московские гимназии имела в виду. По крайней мере, общалась как бы с авторами этих программ. И они опираются на национальную стратегию до 2025 года. Продолжайте, что? Если смотреть на основе московских гимназий, московских образовательных учреждений, да, именно этого проекта, он называется, так, московские центры семьи и детям. Он называется «Мир в семью», если я не ошибаюсь, то мы отправляли в их адрес письма
и они нам предложили сотрудничество. Но на сегодняшний день как-то сотрудничество, да, не в связи с пандемией, после пандемии был разговор, это был уже август месяц, да, и как-то мы эти письма, эти связи, мы созванивались и с ними немножко потеряли, да, и на сегодняшний день в органах, скажем так, учреждениях соцзащиты вопрос пока о буллинге не стоит, он стоит и о суицидах, он стоит о... Да, и об этой же процедуре медиации, он стоит и о приемных семьях, о многодетных детях, о серебряных волонтерах, да. Господи. И не только пожилых, просто волонтеров, да, но именно в ситуации буллинга на сегодняшний день в учреждениях соцзащиты Республики Коми вот четко ясно, по крайней мере, с точки зрения отдела психолого-педагогической помощи населению, вопрос не стоит, ни разработки технологий, ничего. Мы опираемся на то, что как бы было, и то, что есть. Отдел семьи не спрашивала, заниматься ли разработкой правонарушениями, несовершеннолетние занимались, разрабатывали программы. Разрабатывали технологии с девиантниками, с делинквентниками, с агрессивными детками. И если нужно, я уже скидывала Елене Петровне эти программы, эти технологии, что где как. Там есть работающие, как бы, по крайней мере, в районах Республики Коми не работают, апробированы уже, и отзывы о них хорошие. И в этот год мы выиграли снова грант, и эти же программы, технологии мы внесли, и теперь их усовершенствуем. Но именно с буллингом, если у ребенка, да, если у ребенка нет значимого взрослого, то у него есть значимые друзья, товарищи, либо это видят родители. Даже последний случай, ребенок отказался от друзей, товарищей, подруг и всего, и там неизвестно буллинг, либо там насилие, либо там что-то еще, но школу не посещает, учителю грубит, на уроки сентября месяца от силы сходила только неделю, то мама ребенка просто привела к нам. Но это самое главное, то, о чем я вам говорила, согласие ребенка, потому что ребенку 14 лет. И мы потихонечку пытаемся найти человека, которому он будет доверять, либо хотя бы, чтобы он где-то в каких-то моментах раскрылся и сказал, что у него хотя бы случилось, чтобы с этой травмой попробовать поработать. Хотя бы уменьшить, скажем так, эту травму. Но ему только еще 14 лет, и то нельзя. Этот кусок у нас есть. Так, идем дальше. Угу. Методика без извинений, вы сказали, работает. Угу. Но вот методика без обвинений – это разновидность медиации. Я все-таки вернусь к этому куску, который, может быть, вас и напрягает, и говорит, что она не работает, да. А работа по урегулированию конфликта, смотря где и как она проведена. На одной из сессий, на одних из курсов обучения, я не буду называть город Республики Коми, да, коллеги показывали мне такую медиацию. Они посадили обидчика и посадили жертву, агрессора и жертву, да, сами сели посередине. И в какой-то момент, да, вы все, наверное, знаете процедуру медиации, мы здесь собрались по такому-то поводу, да, без предварительных встреч, без всего, рассказывали свой случай, который случился в школе.
один другого ударил, один другого достает и требует денег. И вот, говорит, мы собрались по такому-то случаю, и педагог встает, отставляет стул очень далеко и говорит: ну вот здесь вы собрались, чтобы договориться, договаривайтесь. То есть это не была процедура медиации. О чем они будут договариваться, если они друг друга ненавидят? О чем они будут договариваться, если друг друга увидят? И они снова начали друг друга обвинять. Поэтому в наших школах, да, есть школьная служба примирения, у нас есть определенные программы, технологии, но либо люди, коллеги, да, не до конца понимают, либо не до конца, как говорится, усвоила. Я прочитала, я вот это поняла, и я так иду, есть такой момент. Все, я прочитала, я поняла, и как прочитала, так и повела, да. Либо не сильно вникают, либо что-то еще, и может быть поэтому технология не идет. Может быть еще потому, что это спущено сверху, и оно тоже не идет. А может быть просто потому, что то, о чем говорил Усинск, Печора, Инта, Воркута, наши дети, когда случается ситуация какой-то травли, взрослым в школе не доверяют. А по требованию, по положению, да, по закону о медиации, скорее всего, по положению, методическим рекомендациям, да, в школе должен быть медиатор, независимое лицо, которому доверяют люди. Но на сегодняшний день этого человека назначает директор учреждения. И там нет опроса, доверяют ему дети, не доверяют ему дети, насколько доверяют ему дети, насколько хочет человек этого варианта, да, решения, насколько хочет заниматься этой процедурой. И вот как, опять же, возвращаясь к коллегам, да, они говорили, большинство школьников нам не доверяют, не хотят с нами общаться и рассказывать, что-то где-то случилось. Даже та же самая Инта, где была первая пилотная площадка по процедуре медиации в одной из гимназий, да, они, говорят, они кидали первое время все подряд в этот ящик почту медиации, да, и мы не могли разобрать, это что, жалоба, обвинение, это травля или что, да, пока, говорит, не ужесточили, не приняли какой-то алгоритм, что мы берем, что не берем, какие медиативные случаи, какие не медиативные случаи. И самый лучший был вариант в этом случае, да, чтобы дети начали доверять, сделать так, как есть по другим городам. Какой-то независимый центр, какой-то независимый отдел, куда дети и их родители могли спокойно прийти и рассказать о том, что у них случилось. И их выслушают, и их помогут, постараются помочь разрешить эту ситуацию. И вот еще в 2016 году, как только мы начали обучать коллег, мы говорили в законе о процедуре медиации, прописано, что может собраться свое вот это общество. И можно использовать вот эту методику без обвинений именно в процедуре. И она может создаться, это общество, ассоциация, да, медиаторов, не обязательно центр, может быть какой-то отдел или что-то, да, на территории, либо в управлении образования определенного города. И там люди будут разбирать и помогать людям разрешать конфликтные ситуации. Только все зависит от вас. Но даже вот начиная с конца 2016 года и до сегодняшнего дня, и как бы мы ни проговаривали с управлением образованием, что есть конфликтные ситуации, есть, когда родители приходят в учреждение соцзащиты и говорят, там, обижают моего ребенка, и можете только вы помочь.
создан ресурсный центр медиации только в Сыктывкаре, а по другим городам ничего не сделано. И поэтому люди идут в прокуратуру. И поэтому люди жалуются и на телефон доверия, и в министерство, и везде. Но методика без обвинений, вот как разновидность медиации, у нас шикарно работает. Мы ее пробовали в определенных, где нам разрешали сотрудничать, где нам разрешали помогать. Мы пробовали, и у нас это получалось. Главное желание. Угу. Вопросы интервью проходим тогда. Угу. То, что не сделали в школах, в тех, в которых мы работали по буллингу, да, школах, то, что не сделали, вот как вы спрашивали, алгоритм, структура, технология реагирования на выявленные или установленные факты буллинга. При остановлении факта либо подозрения на существование ситуации, учитель всегда сообщает о сложившейся ситуации представителю администрации. Администрация совместно с социально-психологической службой, с психологом, соцпедагогом школы принимает решение о неотложности реагирования на выявленный факт агрессии. И потом идет непосредственная работа с жертвами, агрессорами, буллерами и преследователями. Угу. И действовать нужно всегда безотлагательно, и начать надо с того, о чем мы с вами говорили. Да? Самое главное, что травля – это травля, и ответственен за нее не человек, которого травят, а каким бы нестандартным он ни был, а тот, кто его травит, или тот, кто намекнул, показал каким-то словом и действием. Второе, мы объясняем это учителю, и не все учителя захотят, скажем так, это признать, да, объясняем психологу, директору, соцпедагогу, да, и то, что делают наши родители, обращаются в более высокие инстанции, да. На сегодняшний день хорошо, что пока не к общественности. И третье, объясняют это классу, но в классе обязательно сразу выйти на детей мы не можем, и чаще всего родители начинают объяснять это в чате, и в чате, как показывает опыт, их не слышат, да, либо наоборот начинают обвинять их ребенка, что он ведет себя так, он плохой, его надо изолировать, его там нужно либо посадить, либо в коррекционную школу, да. Но если родители пошли вам на уступки, то классу мы объясняем то, что есть на самом деле. И лучше, если это будет делать педагог, психолог. Угу. Угу. И как говорит Маргарет Мид, никогда не сомневайтесь, что небольшой группе чутких и преданных своему делу людей по силам изменить мир. Всегда все можно изменить мир, и если мы захотим. Итак, я поняла из ваших вопросов, да, что вас интересует методическое правовое обеспечение. Я посмотрю в нашей документации, что есть. Я вам завтра то, что у нас есть, поделюсь и расскажу. В московских гимназиях то, что знала, я ответила. Угу. И если есть готовый алгоритм реагирования, тоже предоставлю. Угу. У меня есть еще, ко мне еще есть вопросы? Коллеги?
Если ко мне нет вопросов, то на сегодня мы ставим стоп и продолжим завтра, хорошо? Если педагог не хочет видеть, если родитель обратился, повторяюсь, педагог не увидел, он идет к психологу, да, он идет к замдиректору. Если не видят, то родитель найдет это. Но это последняя ситуация откровенно показывает. Он найдет, как добиться, чтобы педагог это увидел. И в последнем случае педагог сказал: да, я была виновата, я не видела, я думала, это все пройдет. Он, может, сам уйдет, может, родители на него надавят. Но получилось вот как-то так, что в итоге стал четкий, ясный вопрос об увольнении психолога, о вопросе о вышестоящем как бы директоре и замдиректора занимаемой должности, да, и стал вопрос вообще уже о смене педагога. Хотя этому педагогу даже замдиректора говорила, что у тебя есть ребенок, нужно обратить на это внимание, но она не захотела, мы не можем заставить ее увидеть эту проблему. Угу. В том случае в последнем, а в предпоследнем, если не хочет увидеть, ну, бывают ситуации, по крайней мере, в тех, в которых участвовала я, родитель доходил до директора, но перед этим предъявлял, да, справку, что ребенку нанесена психологическая травма. То есть ребенок не хочет идти в школу, ребенок стал плохо спать, ребенок, может быть, перестал есть, наоборот, есть больше стал. В какой-то момент ребенок сказал: я не пойду в эту школу, и лучше мне умереть. Ребенок, может, стал либо писаться, либо, скажем так, какать в штанишки, да, НКПРС начался. То есть у родителя на руках была официально подтверждающая медицинская справка, что ребенку нанесена психологическая травма. Как увидел и как согласился педагог, что все-таки эта проблема буллинга в его классе существует. Дальше ребенок прошел независимую психолого-педагогическую экспертизу в одном из учреждений Республики Коми. Это не соцзащита, чтобы сразу не было разговоров, да. И там сказано, что ребенок адекватный, у ребенка нет проблем, да, с обучением, ребенок соответствует возрасту, соответствует норме и может обучаться в нормальной школе и классе. И вот когда родители принесли, по сути дела, вот эти два документа, да, справку и независимое психолого-педагогическое заключение, пришли к директору с рядом, вот прямо прописано: в такой-то момент учитель сказал то-то, либо в такой-то момент один из учеников, а учитель не обратил внимания, такого-то дата, такого-то числа случилось то-то. То есть у него было записано ряд вот моментов, когда на его ребенка давили, после чего ребенок не захотел идти в школу, скажем так, да, пришел к директору и сказал: вот у вас в классе, да, ну, перед этим, соответственно, писал письма директору, получал ответы. И когда родитель пришел к директору, да, и говорит: вот это случилось, вы мне ответили то-то, вот это случилось, ответили то-то, вот это случилось, вы мне ответили письменно это, да, но вот это случилось, я пришел устно к вам разбираться, но я принес еще справку медицинскую, психолого-педагогическую экспертизу, давайте здесь разберемся, что, где, куда. Это действительно правда, мой ребенок буллер, либо мой ребенок жертва. И что мы будем делать в этой ситуации? И я хочу в этой ситуации то-то, то-то, то-то. Сидит директор, ну, можно назвать процедурой медиации, да, сидит родитель, обязательно сидит учитель, которому это претензия, скажем так, в моих случаях это были учителя начальных классов, да, и очень редко сидит зам директора по начальному звену. И вот в тех случаях, которых прошли больше 2016 года, мы занимаемся, скажем так, процедурой медиации, больше 10 случаев, директор слышит, и учитель понимает,
То есть в тех случаях, в которых были моих, учитель говорил, ну да, в этом моменте где-то был я не прав. Да, я попробую пересмотреть свою точку зрения. Да, я теперь поняла, о чем вы говорите. То есть преподаватель увидел, педагог увидел проблему, и ребенок уже в этой школе, в этом классе доучивается. То есть есть еще такой вариант. Либо родитель идет в вышестоящие инстанции, да, либо как-то добивается с помощью дополнительных справок, что ребенку нанесена психологическая травма, что ребенок адекват, нормотипичный, и ну, там очень много зависит от позиции директора. Что скажет, что сделает администрация этого учреждения. Но в тех случаях, в которых участвовала я, как бы контакт потом с учителем был найден, и начиналась работа и с ребенком, и со всем классом, и как-то выпрямлялась обстановка в этом классе. Но дети доучиваются. Из тех детей, которых я помню, кто-то уже закончил школу, кто-то в 9 классе, кто-то в 6-м, 7-м, кто-то действительно учительница была права, это было биологическое уже, и он, скажем так, ребенок не смог учиться в школе, и он ушел вообще в Кочманский психоневрологический интернат. То есть это разрешили. Ответила на ваш вопрос, Светлана Александровна? В Еланке. Тогда хорошего вам вечера, удачи и до свидания. До свидания. До свидания.